каждого человека есть две родины, большая и малая. Нашей малой родиной является село Тереклимектеп, Ногайский район. В годы Великой Отечественной войны жители всего Ногайского района, как и весь советский народ, с оружием в руках стали на защиту Отечества. Всего из Ногайского района ушли на фронт 2560 человек. Вернулись лишь 520 фронтовиков. Так, Имран Джумадишев, пожалуйста, к выставке прочитает нам стихотворение. Как называется? Раскосый парень. Раскосый парень из глубинки, не выезжавший из села. Не думал он, глядя с хитринкой, что позовет его война, что будет тяжко и тревожно, и трехлинейка на троих. Понять сегодня невозможно, что навалилось вдруг на них. Когда железом громыхая, войны машина без души, все на пути своем сминая, ползет об ней твои враги. И надо выстоять, ни шагу, назад ступить нельзя, приказ. Нам трудно оценить отвагу, ведь это не коснулось нас. Молодец. Ребята, Тереклимектеп стал в годы войны одним из транзитных пунктов, где части советской армии скапливались, вооружались и, получив назначение, следовали дальше на запад. 25 августа 1942 года фашисты заняли Тереклимектеп и близлежащие аулы. Их целью был выход к Каспию и к его нефтяным богатствам. Первую сильную бомбежку Тереклимектеба гитлеровцы совершили в полдень 4 октября 1942 года. Село горело. Пламя пожарищ было далеко видно с окрестных аулов. 15 октября части советского 4-го гвардейского кавалерийского корпуса выбили фашистов из Ногайских степей до города Ипатово Ставропольского края. Это была наиболее восточная точка, до которой дошли немецкие войска на Восточном фронте Второй мировой войны. 6 ноября 1942 года 18 самолетов 1,5 часа бомбили Тереклимектеп. Этот налет сопровождался огромными жертвами и разрушениями. Как вспоминают старожилы, в селе были разрушены почти здания все, больницы, школы и дома жителей. Немало погибло тогда мирных жителей. 18 августа 1942 года был создан партизанский отряд имени Махача Дахадаева, главной задачей которого было проведение агитационной пропагандистской работы среди населения, спасение общественного скота, других материальных ценностей. Вот так вспоминал Кожахмет Мулаев, участник партизанского отряда. Совместными усилиями партизан района и частей 4-го гвардейского конно-механизированного корпуса генерал-лейтенанта Николая Кириченко фашисты были полностью изгнаны с территории нашего района уже к декабрю 1942 года. Вот теперь я хочу предоставить слово нашим гостям Кайырбек Сидахметовичу и Арслану Абуевичу. Ну, наверное, прежде всего про партизанский отряд нам очень интересно расскажет Кайырбек Сидахметович, директор нашего краеведческого музея. Он принес с собой и альбом, ребята, с музея. Вы сейчас его просмотрите. Альбом, который находится в нашем музее по очереди. Посмотрите и передавайте. Аккуратно смотрите. Аккуратно, ребята. Вот здесь было сказано, что партизанский отряд был создан на территории нашего района. Должны были фашисты подойти уже. Но я хочу добавить, что на территории нашего района был не только наш партизанский отряд. Здесь был сводный партизанский отряд со Ставропольского края. Все районы практически Ставропольского края,
создали свои партизанские отряды. Ну, кажется, 35-30 человек. И вот этот сводный партизанский отряд, он базировался, если вы знаете, село Сарсуис, да? Чечен-Вышедина сейчас. Тогда это село входило в состав нашего района, Карнагайский район, назывался он тогда. Не Нагайский, а Карнагайский район. Вот, он входил в состав нашего района. И вот там, за Сарсу, там базировался этот сводный партизанский отряд. Чтобы вы представили, сколько там человек было. Вот единственное только минералогический партизанский отряд, минеральный воды, есть минералогический район, минеральный воды. Этот район не был представлен партизанами, остальные все районы Старокольского края были представлены. Вот. Это только коммунистов, ну тогда была наша партия, ведущая партия, это КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, да? Вот. Только коммунистов были более 1000 человек. Вот все они сдавали партбилеты. Эти партбилеты увозили в Среднюю Азию, потом возвращали, чтобы они не попались в руки фашистам, да? Вот. Вот сейчас сказали о цели и задаче этого партизанского отряда. Да, основная цель была, конечно, эвакуация нашего скота. Потому что наш район животноводческий, у нас было много скота. И крупного рогатого скота было, и лошадевичьего много было, и мелкого рогатого скота было. Вот этот партизанский отряд, он должен был этот скот угнать, чтобы не достались фашистам нашей живности. И до Дербента гнали. И уточню, что когда сюда вошли немцы, фашисты, у нас Арсланбек, сейчас знаете где, да, пост здесь? Когда было очень большое село, Арсланбек наш, Ногайское село, очень крупное было. Чтобы представить его размеры, там была школа, 7-летка была школа. И во многих наших селах здесь были 7-летки. 10-летка только Киркель-Мектель была, наверное. Вот. И была больница. Вы чтобы представить, какое большое село было. Вот там стоял самый большой гарнизон фашистов. Гарнизон — это части, которые дислоцировались в этом населенном пункте. 700 человек фашистов там было. Вот такой гарнизон был. В Киркель-Мектеле стоял гарнизон из 300 человек. В Кумлях стоял гарнизон из 300 человек. Там в Кумбатаре, в Карагасе тоже везде стояли фашистские гарнизоны. Прежде чем они сюда вошли, уже у нас явочные квартиры были везде. Ну, явки были вот, и в Кумбатаре, и в Наримане, везде были. Чтобы партизаны могли с местной связи иметь. Вот. Особо боевых действий они, конечно, не предпринимали, но стычки боевые были. Когда, допустим, вот, когда фашисты пришли, чтобы фашистов убедить, что они вошли в Киркель-Мектель. Вот когда их заметили, они как бы в перестрелке участвовали с ним, но они ушли живыми. В Кумбатаре они спаслись от фашистов, когда там местная активистская женщина, она им во имя дала лошадь, тачанку дала, они успели убежать. Но за это ее избили фашисты очень сильно, все пытали ей, но она не сказала еще, да. Вот. И когда пришло время, вот здесь такой вопрос есть, вот, у нас были споры, приезжали, делегация с Калмыкии приезжала, вот, я тоже участвовал в этих дебатах, вот, это было года 3 назад, они потом еще пытались. А вот этот 110-й кавалерийский корпус, он называется Калмыцкий кавалерийский корпус, Криченко, потому что он создавался в Калмыкии. Между прочим, потом, вот, когда этот корпус пошел дальше, вот многие наши местные жители, они вошли в состав этого корпуса. Вот наши земляки, тоже Тимирбулатов, там еще другие Калякаи, вот они вместе с этим корпусом пошли дальше. Вот. Здесь он стоял, этот, видите, когда фашисты уже ушли, а ушли они как? Вот, было решено их из Кумлей, сначала с Кумлей хотели выбить, там не только наши партизаны, там был сводный партизанский отряд, там, то есть из наших партизанов и еще один, там Благодарский район, партизаны Благодарского района, Старокольского края. Когда они подошли к Кумлям, ну, у немцев что же разведка есть, они увидели, услышали, что идут, но они не дали боя, фашисты не дали боя, ушли. Оставили там технику свою, там велосипеды оставили, мотоциклы оставили, ушли. Когда отряд подходил, наш отряд сводный, подходил к Киркель-Мектелю, тоже фашисты не приняли бой, фашисты тоже ушли. А тяжелые бои у нас были вот в районе Орто-Сибе, там хутор Москва, там такой есть. Кстати, могу сказать, что там молодцы наши местные, там электрошколы, там, они нашли, там захоронили очень многих наших советских воинов, эти летчики похоронены, они нашли имена этих людей, они поставили там мемориалы наши. Сейчас приезжают туда правнуки, внуки этих людей, кто там был погиб. У нас в нашем районе были там Ивакогорск.
Вот здесь тоже в районе нашей госпиталя был. Вот когда фашисты пришли в Асланбек, когда стояли гарнизон, там мой дедушка председателем колхоза. Ну, у него была бронь, он по матери. Вот он ушел в камыши, ну что фашистов. Вот моя бабушка она рассказывала мне. Фашисты приходили, по домам ходили яйка, млека, ну просили. Кстати, они не трогали местное население. Вот такое, что если он явно ты сопротивления не оказывал никто, они не трогали, потому что у фашистов была задача аборигенов, то есть жителей Кавказа, нацменьшинств, не трогать. Они думали, что они перейдут на сторону фашистов. Но, слава Богу, и очень чести наших людей, никто не перешел на сторону фашистов, а все как могли с ним бороться. И вот моя бабушка рассказывала, это они когда приехали, зашли домой, говорит, моя мать тогда была маленькая, где-то лет 9 ей была, она тоже помнит этих фашистов, помнила. Бабушка не дала. Я говорю, а почему ты не дала? Говорит, ну они не могли что-то с тобой сделать. Вот смотри, какая вера была у нее. Она сказала, они придут, они как пришли, так и уйдут, говорит. Потом наши придут, и меня могут спросить, почему ты фашистам дала там, молоко, там, это. Ты жена председателя колхоза. Вот я поэтому не дал. То есть вера у наших людей, вот вроде бы они простые, забитые люди, да, там по-русски даже не знали. Они все равно верили, что фашисты наша армия побоит. Понимаете? Вот партизан, эта задача партизана была, я не буду занимать ваше время, потому что сейчас у вас там час академии, да, люди тоже выступили. Со своей задачей партизаны справились. Бомбежка была, 600 была очень большая бомбежка была, когда здесь стояли части 110-й дивизии, когда они здесь доукомплектовывались, понимаете, как бы, эта дивизия. 18 самолетов бомбили, в течение полутора часов было, 6 самолетов полетели дальше, 18 самолетов бомбили. Терпимый маленький был когда, кстати, 1,5 часа не бомбили. И жертв много было, и среди местного населения было, и среди партизан были жертвы, и среди воинов этой дивизии тоже. Вот они похоронены, сейчас где вот есть, парк, вот здесь парк есть, где вы стоите 9 мая в Карауле, наверное, многие вас стояли в Карауле, да? И еще была могила вот за, где нас зовут, за вашей. Да, там много тоже было, но сейчас там разрушили, 10 человек вообще. Потом вот нас, и вот на нашей улице там тоже, могилы там тоже были вот, со звездочками, ветераны войны похоронены, да? Их, к сожалению, кладбище тоже уже ушло, потому что уже живых никто, просто не осталось, ухаживать некому было, это кладбище ушло. Вот так. И еще один случай, я вам расскажу, лирический, хоть и война тяжелая вещь, в Бахры-Музе у нас был госпиталь, госпиталь. То есть раненые солдаты наши в этом госпитале лечились. Вот туда привезли молодого узбека парня лечиться. Он воин, получил ранение. Там работала одна местная санитарка, работала вместе, тоже молодая. Они друг друга полюбили. Ну, тогда чистая была, хорошая была, да, они друг друга полюбили. Этот товарищ вылечился и ушел на фронт. И в 1945 году он вдруг появляется перед этой женщиной, девушкой. Я, говорит, к тебе приехал, да? Я тебя люблю. Они поженились, они долго жили хорошо. Да, то есть, да, вот сейчас их дети и внуки есть, они сами уже умерли. Иран, слышишь? Вот его... Алла Бергенова, да. Вот его одна из дочерей вышла замуж за моего одноклассника. Аспекта Мулаева, к сожалению, сейчас сегодня нет живых. Вот. И вот ее, то есть внучка этого узбека, вышла замуж за испанца. Да. И сейчас она живет в Америке. Правнучка вышла за нашего. Правнучка вышла за нашего. Вот такая, ведь вот такие истории тоже бывают. Ну, если вопросов нет, наверное. Ой, спасибо, Хайрбек Седахметович. Вы поняли, ребята? Да. Поняли? Да, очень интересно. Теперь предоставим слово другому нашему гостю. У него папа, ветеран Великой Отечественной. Он часто бывал у нас в библиотеке на мероприятиях. Он нас любил. Да. Я хочу немножко добавить к этому его рассказу, конечно. Все не скажешь, но тем не менее. В Дагестане часто говорят, что в Дагестан немцы не входили. Вы должны вот этот момент вы должны конкретно знать.
момент Каранагайский район в составе Дагестана не был. Он был в составе Ставропольского края. Поэтому Дагестан говорит, у нас немцев не было. Вы должны знать, что Ногайский район не принадлежал Дагестану. Его в 1957 году отдал Никита Сергеевич Хрущев, когда он отдавал Крым Украине, Луганск Украине. Вот Ногайский район он отдал Дагестану, как собственный пирог. Мы 3 района жили компактно. Каясулинский район, Ачкулакский район, который сейчас в Ставропольском крае, ныне Нефтекумский район, и Ногайский район, 3 района жили вместе. Вот нас кинули сюда, отрезали, поставили пост, провели канал и кинули сюда. Поэтому мы отдельно от Дагестана, мы участвовали в войне партизаны. В Кизляре у нас был штаб, Суслов командовал этим. Партизанским отрядом, да, партизанским отрядом. Поэтому вы должны знать, это каясулинские партизаны, партизаны ачкулакские, они все совместно воевали с немцами. Чтобы вы знали, вот этот момент, когда дагестанцы скажут, у нас не было немцев, Дагестан не был в оккупации, потому что Дагестан, слово переводится, страна город. Мы степи. Понимаете? Нас просто присоединили. Вот. Чтобы вы знали, что у нас немцы здесь были. И, ну, естественно, стычки тоже были, как Хайрбек, я всего лишь дополню. Фактически, вот, воевать-то, естественно, ну, партизаны их мало, а немцев много. Моя мать была свидетелем, она в Калинине тогда жила. Как эти 18 самолетов здесь кружили над Тереклями. И один самолет, говорит, вырвался и в нашу сторону полетел, в сторону Калинина. А без тезек динамировались, говорит, собирали эти, ну, Кизяки. да, кизяки, чтобы топить. И он, говорит, вот до такой степени низко опускается, говорит, прям над нами орёт такой стоит. И мы, говорит, летчика видим, говорит, ложимся. Он, ну, кружил, просто пугал или что, он не стрелял. Правда. Ну, так и улетел, говорит. А Терекли горело. Возле Батыр-Мурзы был очень сильный бой. Возле Батыр-Мурзы на дороге везде похоронены люди, солдаты их, и немцы, и наши. Поэтому вот эти аварии, говорят, там постоянно бывает из-за того, что там похоронены на грейдере прям люди, по ним ездят. Вот эти патогенная зона. Вот это вы тоже должны знать. Где именно? А? Где? Возле Батыр-Мурзы. Вот где постоянно аварии случаются. Насчет отца хочу сказать. Он в 1942 году его забрали. На фронте был он под Краснодаром ранен. После ранения, естественно, опять забрали на фронт. Немцев гнали, пока не догнали до конца Украины. Потом его забрали воевать с бендерами, современные бендеры, которые вот сейчас воюют. Они очистку делали, он в НКВД был, перекинули его в НКВД. Это НКВД? Да, Ну, НКВД это на современное ФСБ, КГБ. Это служба безопасности в тех временах. Да, служба безопасности. Вот в НКВД он служил, и это были непримиримые. Это ужас, говорит, это до такой степени они ненавидели нас, говорит. Немцами даже было легче воевать, чем с ними. Вот это дети тех, которые сейчас воюют с нами на Украине. Вот мой отец как раз там был, в этом пекле. Такие вещи они вытворяли, говорят, это что-то, схроны, везде. Вот. Мы, говорят, жили вот в одном доме, я вам один случай расскажу. Откуда-то выходят бендеры, вот не поймем, говорят, где, вот что. Стреляют наши солдаты и все. А село оккупировано. Женщина, которая готовила нам кушать, большая вот такая печь была, говорит. В печку засунута жесть. Под жестью лестница туда. Вот они там, оказывается, жили, у нас под боком. Мы, говорит, не знали, она сверху готовит, вытаскивает, нам кушать дает, мы кушаем, уходим искать по лесу, они выходят и в спину нам стреляют. Вот такие вещи они вытворяли там. Сейчас то же самое они делают, это непримиримые люди. Они их воспитывали так, понимаете, что надо Советский Союз ненавидеть. Вот они к Украине присоединились, Сталин их выслал частично, но потом их вернули на место. Вот сейчас они, вот как раз самые отпетые бандиты, вот они как раз воюют с нами. И так отец мой дошел до Берлина. В Венгрии закончилась война, потом его в Берлин забрали, там Берлин поделили, он на границе там служил, и в 1948 году домой вернулся. Вот почти 6,5 лет он был на фронте. Ну, можно сказать, и в мирное время 3 года служил там, и фронт прошел. Маленькая вот такая характеристика воевал отца такая. Все его знают здесь. Я не знаю. Он часто гостем и поэтому тоже был. И мы, вот, когда вот
такими детьми, как вы были, к нам приходили ветераны войны, вот это уже настоящие ветераны. Вот в то время рассказывал Шестоперов здесь был, он тоже был в партизанском отряде. Дед Шестоперов, еще Казнабек, этот Абдуразаков. Вот они нам рассказывали, где здесь бомбы упали, возле музея, здесь бомбочка была в озере. Там рыба ловили. Там упала бомба. Ну, они после того, как немцы выгнали, зашли, ну, видно же, где что. Вот здесь детсада бомбы падали. Так что очень много здесь В было. районе стадиона падали. Мой дед хоронил вот этих солдат, которые здесь убиты были. Потом, когда их позвали, на бричку, говорят, мы сажали, здесь Донбай, где по Барамешкин завтра, Кирджанов. На Садовой улице живет. Вот он вдвоем, втроем, деды вот эти, ну они в возрасте уже. На бричку, говорят, ложили, говорят, лесополосы, кого здесь в парке хоронили. Очень много убитых было. Молодые ребята, говорят, убиты. Вот мой дед мой рассказывал моей матери, что они хоронили здесь их. Вот краткий рассказ вот такой. Чтобы вы знали, но в первую очередь вы должны знать, что Ногайский район не входил в состав Дагестана до 1957 года. Нет, В 1957 году? Он входил, потом вышел из состава. Нет, Орджоникидзевская область была, Грозненская область. Кидали нас туда, что 3 района компактно кидали. Потом взяли, разделили, отдали. Да, вот добавлю, на прошлой неделе была научно-практическая конференция в Махачкале именно по этому вопросу, по 80-летию освобождения Карнагайского района от фашистской оккупации. Да? Вот, я был участником этой конференции, это прошло в конференц-зале Национальной библиотеки, проводил Миннац, Министерство национальности, и очень хорошо, что пригласили очень много студентов, чтобы они тоже знали, что это единственный район, наш район, ну сейчас мы в составе Дагестана, единственный район, который был под оккупацией. И Тереклимектеп, как район центр, это самая восточная точка в Советском Союзе, куда дошли фашисты. Сталинград был западнее. Спасибо. Ребята, каждый год мы вот так вот чествовали наших ветеранов, но, к сожалению, их не осталось. Они любили к нам приходить. Мы с ними организовывали огоньки, вечера, танцевали, пели чаи. Но, к сожалению, давайте сегодня вспомним еще одного ветерана. Ему в этом году исполнилось бы 100 лет. Это Межитов Асан Межитович. Он был нашим частым читателем нашей библиотеки. У него еще имеется вот один сборник стихов. Называется «Аманат». И он посвятил свое одно стихотворение своим однополчанам, односельчанинам, ветеранам Великой Отечественной. Называется стихотворение «Ветеран». Ага. Законно сейчас прочитает это стихотворение. Вот его книга, одна единственная. Он нам подарил эту книгу. Именно книгада была yazılған. Кітаптың аты «Аманат». Ясларға yazılған зат. Аманатым аңланса, аңлаған есте қалса, мұрадыма еткенім, еш болмаған еткенім. Мне өзін Какой почерк красивый у него. со своим почерком он это написал. Вот теперь я хочу вам прочитать стихотворение «Ветеранлар». Бара жатқан ветеранға қарасаң, солдат жүріс, ол еш төмен қарамас. Ветеранлар, аяулылар, тек қарт деп, айту кеште біріне де ярамас. Халық алдында қарқырасын бет тұтар, үйінде ол яп-аяулыз болса да, бұйырады, берілмеңіз бәрі деп, соғыстан соң 50 жылдар озса да, соғыста ол әжелімен айқасқан, еңу үшін неше досы ян берген, әлі болса қорқынышлы бек оға неше жылдар яра оны кемірген. Өпкілігін бір заманда ол айтпас, теріслікті көріп теңнен баладан, санаспаулық ащы сөзді есіту ветеранға абыр соғыс ярадан. Болсын деймін, тиесілі сый ем абырай, ян аямай, ел бәтірі болғанға, саулай халқым, машалла де, шексіз де, ертін яудан, тартып еңу алғанға. Қарашыңыз, солдат жүріс баяғы, берілмейді ол қартлыққа, бек шыдап, яшау бойлар, абытлайды ветеран. Омыралда сауқатлары
Йонтара.